Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь на территории ремонта отстойного пункта в городе Якутске. И не просто так. Сегодня я решила испытать на себе одну из самых редких, уникальных и опасных профессий в мире. Это выморозчики судна. Вот обратите внимание на вот это судно. Именно под ним сейчас происходит процесс выморозки. А знали ли вы, что подобных специалистов на Земле всего лишь 100 человек? Двое из них находятся прямо там. Давайте пойдем и посмотрим, чем же они занимаются, в чем уникальность этой профессии, ну и самое главное, как происходит вся эта рутинная работа. И необходимо поторопиться, потому что солнечный день у нас заканчивается. Испытано на себе. Сегодня моих напарников зовут Паша, Саша. То есть сегодня у нас такое трио: Паша, Саша и Даша. Надеюсь, из этого что-нибудь выйдет. Короче говоря, необходимо отвлечь их от процесса, наверное, первым делом. А мне пока что приятно просто понаблюдать за этой красотой. Для меня все необычно, в диковинку. Вот что они делают, я до сих пор не понимаю. Пора бы, наверное, уже поговорить с ними. Но пока я еще совсем не замерзла, необходимо, наверное, для начала понять вообще, что это за процесс, в чем заключается его суть, ну и самое главное, почему эту профессию называют одной из самых сложных. И в этом мне помогут два парня. Знакомьтесь, это Паша, это Саша. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, ну к вам вопрос, наверное. Начнем с того, что как вы выбрали эту профессию и стали выморозчиком, если быть правильно, да, называется эта профессия? Ну да, в принципе, все началось с того года. Позвали, предложили. В том году вымораживали 7 единиц путейские. В этом году тоже поступило предложение подзаработать. И вот как-то приехали перед Новым годом. Вот вдвоем работаем. А почему только 2 человека? Вот я очень много искала информации, да, в среднем почему-то работает по 2 человека. Почему нельзя бригаду нанять, собственно, и быстренько это все сделать? Ну, бригада это, во-первых, мало будет окупаться. Во-вторых, вдвоем сподручней. Один запиливается, другой тут же выкидывает лед. Но В принципе, больше не нужно. вы человек не случайный, да, вообще на этих путях, потому что я знаю, что вы работаете в этой сфере, да? Ну да, я с 17-го года хожу в навигацию. Крайние 2 года работал на Магдебурге. Ну, как бы мне это все знакомо. И такой, наверное, один из очень стандартных и популярных вопросов. Многие задаются вопросом, зачем вообще это все делать? Ну вот стоит оно и стоит, это судно, ну замерзло оно. Ну и пусть стоит, жди весны, разморозится и поедете. Вот зачем это все делается в самом суровом климатическом поясе? Нет, ну это делается, во-первых, для ремонта. Сейчас нужно будет ставить рули, насадки, ставить валы. То бишь летом этим заниматься будет некогда. И это нужно док, это нужно судно поднимать, судно большое. Проще это все сделать зимой. Вот так. То есть, представляете, что говорят? Проще это сделать зимой минус 50. В этом есть простота, оказывается, какая-то. Ну да, дорогие друзья, обратите внимание на то, что действительно выморозкой судов занимаются с ноября по март месяц. И, как говорят, чем холоднее, тем лучше, да? Да, да. А почему, если уже говорят где-то около 30 градусов, уже не так прекрасно работать вам? Это тепло, жарко постоянно. Здесь все это время ты шевелишься, и очень жарко становится. То есть вам комфортнее минус 50? Да. Вот так вот. Кто бы мог подумать, да? Хорошо, ну давайте немножечко поговорим о самом процессе. Ну вот вы берете в руки орудие ваше. Это главное, что у вас пила, правильно? Ну, конечно, главная пила. Это у нас 230-й штиль. И Тоже свои доработки. Это кикстартер. Получается, зимой он замерзает и перестает запускаться штиль. Это своя доработка, чтобы он не замерзал, его обматываем изолентой и куль, чтобы немного дышал, и все. И больше он не замерзает, и штиль запускается даже в самые суровые морозы. то есть это такая модификация пилы, да? Да. Так, что у вас еще есть из орудий, рассказывайте. Есть еще печня. Что это? Пешня. Пишня? Печня. Печня? ЧДСШ. Пешня? Пешня. А, пешня, господи, я даже выговорить не могу. Ну, по сути, копье же. Им отбиваем лед, кубики. В принципе, работаем как Ой, мамочки.
Кажется, я тут нарушила ваш покой. Это пешня. Да. Лопата. Лопата. Еще с чем? Кайла. Как? Кайла. Кайла. Кайлушка. Ага. Как говорите? Кайлушка. Кайлушка они ее называют. Мамочки, ничего себе кайлушка. Здесь зачищаем остатки льда, получается, чтобы стенка была ровная. Кайлушка, значит, да? Хорошо. Еще что? В принципе, и по инструменту все. 2 лопаты, 2 кайлушки, одной пешнины достаточно будет. Вы представляете, вот эту профессию называют уникальной, да? А у наших ребят всего лишь буквально 3-4 приспособления, с которыми они вымораживают целое судно. Ну и самый главный вопрос, вот на все вот это сколько времени надо? Ну, плюс-минус, все зависит от морозов. В принципе, на это судно у нас уходит где-то месяц-полтора буквально. Главное, чтобы стояли морозы и промерзал лед хорошо. Для этого нам вентиляторы ставим. Дует холодом, намерзает лед. То есть вы еще добавляете холода, да? Да, да. Я обязательно. подумала, это вам наоборот ставят, чтобы вы согрелись вентиляторы. Оказывается, это для того, чтобы еще больше холода было там. Да, чтобы лед промерзал. Вот так вот. Ну что, сегодня в рамках проекта «Испытай на себе», конечно, мы можем долго стоять и болтать, но на самом деле лучше показать это все на деле, потому что, ну, здесь реально интересный процесс. Это мы, жители городов, видим вот такие глыбы льда только на каких-то локациях типа ледовый городок, горки и так далее. А на самом деле здесь это основная часть работы, да, и когда еще, как не сейчас, можно заглянуть вообще под такое огромное судно и посмотреть, что там внутри. Ну, а, собственно, вот это вот что уже? Это получается защита для насадки. Называется лыжа. Ага. Здесь идет швеллер. Да, хорошо, идет швеллер. Да. И получается, чтобы когда судно идет по мели, не задело насадку, не загнуло что-то, не отломило вот там перо, эту штучку руля. остановится, да? Стукнется. Да, да. Ага. А смотрите, вот в сантиметрах, да, я прочла, что вы сколько вам нужно сантиметров льда вынести? Ну, в среднем. Ну, в среднем вот здесь заложено 2 метра вниз. 2 метра. Да, каждая майна. Сейчас у нас шина 40 сантиметров, 4 запила есть. Так, 4 запила. А, вот можно посчитать вот это типа, да? Да, это Раз, 40. 2, 3, 4 это запилы? Да, да. Вот так, да? А надо еще вниз И будет? еще один, 5. Ну да, почти 2 метра своим. 1,50 м, да, там еще один запил и будет 2 метра. Логично. Ну что, ребят, давайте мы пока просто посмотрим на то, как вы работаете. Ну и, конечно, здесь будет достаточно шумно. Просто хотя бы полюбуемся на этот процесс. Ну а затем уже я попробую испытать на себе хотя бы, ну, чем-то помочь им. Испытано на себе. Вот так вот. А лед-то чистый, смотрите. Лена, матушка чистая, гляньте. Все проверено. О! Кстати, вы знаете о том, что в Якутии работает единственная женщина во всем мире, которая занимается выморозкой судов. Сегодня, к сожалению, с ней мы познакомиться не сможем, но, в принципе, найти информацию про нее можно. И вот у нее удивительная история, потому что кем она только не работала, она работала в медицинской сфере, работала дояркой, а потом нашла себя вот в этом нелегком труду. Может быть, я буду второй девушкой на этой земле, кто будет заниматься выморозкой судов, но пока что главное под горячую руку не попасть. Ой. Это для красоты ты хочешь, чтобы я подняла это? Мамочки! Так можно, да? Да, так Я можно. скоро буду кусочками ломать. Блин, нифига себе. Оператор требует, говорит, сделай. Я пошла. Так. И вот так, значит, ребята ходят, бродят. Паша-то помоложе меня будет, шустрый парень. Делает все быстрее, ну а я пока... Вот. Ну-ка, давай. Что надо делать? Кайлушку взяла. Вытащить из стенки. Покажи, как куда. Давай. Это неровно, надо чистить, чтобы было ровно, чтобы запиливать было проще. Неровности. Да. То есть форма должна быть гладенькой, да?
Так, давай. А где ты все выровнял уже? Плюс-минус. А давай вот это разобью кусочки. Вы же такой не поднимете? Как это сделать? Посерединке вот он сделал легко же это, Саша. Сначала посерединке пробивайте, потом одним сильным ударом. Одним ударом сильно? А вот так надо Да. по чуть-чуть? Можно посильнее. Посильнее? Так, делаю, Посередине делаю. бейте, хорошо. Опа. И что? Посередине. С одного удара должна? Да. А, ой! В лицо прилетел лед. Кстати, небезопасно. Но я никогда не думала, что я смогу держать вообще такое орудие в руках, так еще и разбивать лед. А оказывается, вот просто одним ударом тыщ, и все. Вот, кстати, в этом деле я бы точно пригодилась. Мне даже понравилось. Сейчас еще одну большую льдину достанут, и я буду ее бить. Ну-ка, а вот эту же тоже надо разбить. Дубль 2. Так. Ой, она сама разошлась. И если вы думаете, что здесь холодно, вот правильно сказал Саша, вообще здесь не холодно. Я уже вспотела, пульс у меня увеличился. Но вообще весь процесс очень такое захватывающее зрелище. Вот только не понимаю, сколько бы времени у меня заняло плюс-минус хотя бы убрать вот одну эту стенку. Но я думаю, вот сидят они тут, наверное, чаек периодически пьют, болтают, разговаривают. Прекрасное времяпрепровождение. Кстати говоря, многие выморозчики скажут, что они, наверное, не болеют, да? Ну, раз простыли в этом году, ну, это по своей глупости, наверное. А так, в целом, это все миф о том, что, да, мерзнешь и болеешь. Ничего подобного. Вот я сегодня приехала немножко простуженная, и мне кажется, наоборот, как профилактика. У меня будет, завтра буду здоровенькая бегать. Потому что здесь все тепло, кровь циркулирует по всему организму. Ну и какой-то момент счастья испытываешь, потому что побывать здесь не каждый может. Ну, а еще и попробовать себя в этом нелегком деле тоже это дорогого стоит. Ну и не забывайте, профессия выморозчики — это не каждому дано. Всего 100 человек в мире. Испытано на себе. Ого себе! Кайлушка! Смотрите, это самый большой кусок льда в моей практике. Вот, смотрите, что я отломала. Ну-ка, понравилось. А этот могу еще один? Да, конечно. А он уже холод. разбит? Да, его просто нужно вытащить. Да. Можете посередине его расколоть и дальше. Вот так. Слушайте, есть известная фраза «ломать не строить». Вот сейчас немножко себя ощущаю таким, знаете, варваром. Вот. Ну, для меня, потому что вот такая бы ледовая пещера, это было бы что-то интересное в каком-нибудь парке отдыха, а я беру и вот так вот ударяю, все это рушится, такой грохот стоит. Ну, в этом, наверное, такой антистресс. Значит, дома, наверное, эти парни спокойные, хорошие, добрейшие души люди, потому что здесь они все свои эмоции вот так вот выплескивают наружу. И потом беды, которые там находятся за этим местом рабочим, они уже не такие серьезные по ощущениям, наверное, потому что весь негатив, он здесь остается. По кирпичику, по кирпичику. Сейчас тебе на ноги скину. Ой. Мамочки. Вот. И тут надо быть еще и физически сильными ребятами. Видали, как Паша закинул? Я всегда думала, что я создана для любви, как мне говорили в детстве. Оказывается, и таким могу заниматься. Вот, кстати говоря, минуточку ликбеза. Вот этот тоннель, который находится вот здесь, обратите внимание, вот эта ниша, ну назовите его тоннелем, как хотите, да, называется Майна. И здесь она маленькая, ну примерно, наверное, там 4 на 4 метра. Но мы сейчас увидим другие суда, под которыми такой тоннель составляет метр в глубину и 14
в длину. И это все ручной труд. То есть вот это все делают два парня своими собственными руками на протяжении долгого времени. Но результат стоит того, потому что именно от этого процесса зависит начало навигации на всех реках нашей республики. Саша, ну вот у ребят периодически бывает отдых, и, конечно же, хочется побольше пообщаться с ними. Саш, расскажи, как вот греетесь? Допустим, может быть, есть какие-то там у вас свои обряды, может быть, я не знаю, чаечек попиваете? Ну да, чай с собой берем, наливаем с лимоном обязательно. Тонизирует. Ну, короче, проще говоря, согревает. В принципе, ты не замерзаешь тут, пока ты работаешь. Тут стоит только остановиться. И сразу в холод, да? В Ага. принципе, если сильно холодно, можно дойти до балка. У нас тут стоит печное отопление, котел, всегда тепло. Инструмент оставляем на ночь там, чтобы согревался. А на морозе не как оставишь. ваши близкие относятся к тому, что вы занимаетесь таким нелегким делом? Вот были ли такие случаи, кто сказал, зачем ты вообще этим занимаешься? Нет? Ну, это Все понимают? в первую очередь это все деньги, это зарабатывать нужно. Ну, понимают, да, понимают, что сложно, трудно. Ага. Ну, что поделать. А еще я прочла такую информацию, что если в каком-то месте пробить чуть дольше, оттуда может хлынуть вода. Это правда? Да, это большое давление. И А на нужно какой стараться. глубине это может произойти-то? На любой, даже на этой. Даже на этой тут вода может хлынуть? Ну, сейчас это все промерзло. А То бишь- попозже когда, да? Да, вообще это есть сверло, засверливаешься, смотришь, сколько промерзло льда. Ага. Но, опять же, есть воздушные пузыри. Если его пробить, может хлынуть вода. И что тогда делать? Вата, чопики. А, да, есть? Пошли, пойдемте посмотрим. А то есть убегать не надо? Нет, нужно пытаться спасти. А, да вы что? Потому что если она утонет, это будет очень плохо. Ну, вот такой маленький наборчик мы с собой берем. Здесь у нас вата. И вы Обязательно. просто вот должны максимально быстро законопатить эту дырочку Да, да. и продолжить дальше работу. Нет, ну дальше мы уже продолжать не будем. Главное, чтобы она промерзла. А, то есть оставляете и ждете, пока она промерзнет. Да, остановить воду самое главное. А представляете? Вот так вот. А кто думает, что здесь все так легко и просто, думаешь, стена и стена, а нечаянно не там дырочку сделал, все, и вода полилась. И вот здесь, ну, моя первая идея была бы бежать. Оказывается, ребята знают, что бежать надо сначала это все законопатить. И вот подручные средства рядышком всегда. Здорово. Ну и в целом вот так вот, в принципе, все и происходит. Все дальше, дальше, глубже, Да, глубже. дальше, и всё. дальше. Ну, все по чертежу. Мгм. В принципе, у нас есть чертеж. Сколько на сколько глубина, сколько вглубь. Все придерживаемся. Ну и обсуждаем, конечно, с экипажем, с механиками. Все делаем для их работы, Мгм. чтобы им было проще. Сварщикам, котельщикам. А так потом далее. уже сюда, на это место, приходят уже другие дальше сотрудники бригады и начинают, да? занимаются. Вот так вот. Видите, вот справа Вот эти? налево. Да, Вот эти? да. А что там же уже есть щель? Зачем это делать? Чтобы отбить от стенки его, нужно ударить Ого. как можно сильно. Так, у меня даже... О! Мамочки, я это сделал. А, оказывается, вот так надо делать. Печня, она застревает. Прошло? Нет, она не отшла от стенки. Ушли соседние. А, соседняя отошла. Видите как? Это как один удар, а попала-то не в ту, куда метила, а попала в другую. Вот так вот прошло. Мамочки! Вот так. А потом уже берешь другое приспособление и оттуда выдергиваешь эти куски льда. Посмотрите, вот в среднем примерно такой размер. Вот он, кубик. Саша, а размер кубиков имеет значение или это так по желанию, как вам Это удобно? мы делаем для себя, вообще это еще средний. А, то есть кто-то может и побольше сделать, да? Ну да, мы вообще пилили больше, конечно. Посередине без этого запила. Ну, вам просто так удобнее самому Просто делать, чем да? ниже, тем дальше, все сложнее и сложнее их вот сюда выкидывать. Выше кидать. А, там уже Да, наверху сложнее, да? кидать много. Поэтому такой размерчик, Да, то, вот что такой надо. выбрали, более-менее подходит нам. Мгм. Так, хорошо.
Испытано на себе. Ну вот с этим орудием я знакома больше, чем с другими. Лопата работает примитивно. Просто обратите внимание, что здесь каждое количество вот этого льда и снега влияет на работу ребят. Поэтому максимально чисто должно быть здесь. И вот это все они выбрасывают наверх. Думаю, если я б работала в команде в этой, не скоро бы мы справились с объемом работ, потому что я, по-моему, только все хуже делаю здесь. Ого! Подожди! Мамочки, откуда ее взять? С какой стороны? Здесь газ. Где газ? Вот тут, да? Да. Держите крепко. Давай ты будешь держать там. Она не нажимается, Саша. Нажимайте, нажимайте. Нажимаю. Отпустила еще. Все? Подождите-ка. Мамочки, смотрите, руки дрожат от страха. Господи, представляете? Я только что порезала лед. Какой-то ужас. Будем пробовать. Ага, подожди, стой рядом, не уходите, пожалуйста. Здесь газ, сюда держите. Подожди, а куда отдыхать-то? Вот сюда? Да, сюда же. Куда? Пошел? Газуйте. Вот, держите. Ух, подождите, глаза щипят от бензина или от чего, не знаю. Я ослепла в какой-то момент, а нужно было дальше работать. Даже вот так капюшон сниму. Ужас, вот это да. Я не знаю, как вы, товарищи, но мне кажется, хотя бы раз в жизни посмотреть, как работают выморозчики, стоит. Потому что такого вы не увидите нигде. Вот что делать. Вы представляете, я только что разрезала метр льда. Причем это делать все легко и просто. Кажется, что это как хлеб порезать практически. На самом деле страшно лишь от того, что ты боишься пилу. Мало ли, ну, по крайней мере, я же девушка, поэтому мне было страшно. Но а в целом сам процесс достаточно мягко входит, разрезает и все. В принципе, ничего сложного же нет, да? Ну, это все зависит от песка. Сейчас песка нету. Для этого его было много, цепи садятся, тупятся. Приходится постоянно их точить, делать большой угол заточки. Ну, острее, чтобы проще. А, то есть нам сегодня повезло. Ну, как повезло, это каждый день я делаю. Ну да, сегодня просто лед чистый без песка, поэтому попроще так режется все, да? да, ну, Так, ну конечно. что, справлюсь, интересно, одна или нет? Ну, попробуйте. Да? Ну давай. Да, вот здесь тут примерно вот так идите. Нет, а До сюда. резьбу не надо делать для этого, чтобы я туда зашла? Нет, здесь промерз. Да? Да, главное ниже этой отметки не спускайтесь. Так, а вы стойте, пожалуйста, рядом все равно. Давайте я заведу Так, сначала. Ручек, ее же завести надо. Точно. Куда иду? Сюда, может, и так. Ничего не видно. Остановите ее! Остановите ее, пожалуйста! А теперь, товарищи, вот здесь надо обратить внимание, как распилила Дарья. Посмотрите. Ну, я, правда, ничего не видела. У меня глаза просто ослепли от этого дыма. Вот как пилят профессионалы, а вот как пилят непрофессионалы. Ну, главное же было попробовать, испытано на себе все же. Ну вот, ну а в принципе лед режется достаточно легко. Это только кажется, что здесь что-то такое очень страшное. На самом деле вот легко повело и вовремя не остановилась, но просто я не видела, что происходит. А так бы, конечно, я бы, наверное, сделала шикарный срез. Я уже как опытный специалист.
наоборот. Поэтому здесь лучше держать рот за замком. Ну ничего. Отключай. Сейчас отключай. А вот теперь посмотрите, мои следующие две полосочки. Идеальные. Ровненько одна, ровненько другая. А здесь уже ребята сами доделают. Но я свою лепту в выморозку судов в республике Саха-Якутия внесла однозначно. Летом, когда увижу эти суда на реке, буду говорить, вы даже не представляете, как они вышли в навигацию. Сначала я их тут вымораживала. И только лишь потом они смогли выйти на нашу замечательную Лену матушку. Ну а в целом, конечно, работа уникальная. Я так много не кричала давным-давно, что голос пропал. Но это эмоции. И в целом проект испытан на себе. И для этого и есть, чтобы вам, телезрители, рассказать о чем-то интересном, необычном. Ну и вот это и есть то самое необычное, куда я сегодня направилась. Жарко стало, капец жарко. Фух, что ты хочешь снять? У меня все чакры открыли, сопли, все пошло. Ой, ты видел, как я работала пилой? Чтобы вам жизнь сказка не казалась. Вот это настоящее. Эй, посмотри, как их тут много. Товарищи, вы знаете, я решила прогуляться по территории ремонтного завода и наткнулась вот на это. Вот это ниша, тот же тоннель, про который мы говорили. Обратите внимание на длину ее, на ширину. И вот это все делают выморозчики своими руками. Что-то невероятное. Обратите внимание на эту масштабность. Сейчас чувствую себя немного, как будто я в космосе. Потому что, когда бы я могла представить себя под судном и побывать вот в таком месте. Вот именно здесь, я так понимаю, и будут проводиться ремонтные работы. Я, правда, не знаю, что это, но в целом масштабность зашкаливает. Мамочки, я так понимаю, вот сюда уже придут другие специалисты, которые будут заниматься ремонтными работами, чтобы в скором времени это судно могло отправиться в навигацию. А там это уже совершенно другой отдельный мир. Испытано на себе. Обратите внимание, даже нахождение на территории отстойника – это уже такое мини-путешествие в какой-то очень необыкновенный мир. Обратите внимание, сколько судов, кораблей, танкеров стоит здесь. Ну и не всегда, конечно, можно иметь доступ, поэтому отдельно спасибо нашему проекту за то, что я окунула себя вот в такой невероятный мир выморозки судов. Ну а наше судно называется «Индигирка». На этом наш выпуск «Испытано на себе» подходит к концу. От себя лично и от телеканала «Якутия-24» хотелось бы выразить благодарность моим сегодня соведущим, моим напарникам. Еще раз спасибо, Паша, спасибо, Саша. И хотелось бы отметить, что это ребята у нас родом не с Якутии, они у нас с Иркутской области, город Киренск, правильно? И приезжают сюда вот для того, чтобы сделать благое дело, выморозить эти суда, от которых зависит жизнь многих жителей на территории нашей республики. Потому что, как мы знаем, навигация является одним из важных моментов для нас, для северян. Спасибо вам большое, ребята. Передаем привет вашим родственникам. Киренск. Приезжайте в Якутию летом, у нас замечательно, тепло, здорово и классно. Ну а как сказали ребята, вот на выморозку этого судна потребуется, в среднем 1,5 месяца. То есть работы у вас еще много. Еще раз спасибо, не прощаемся, увидимся, берегите себя, одевайтесь теплее, не болейте. Ну а мы уже увидимся с вами скоро. До новых встреч, всего доброго.